И любой зритель, который здесь уже побывал, при желании могут найти в этом городе столько блох, вот сколько им просто захочется. Вот здесь 22 строения в этом городе, некоторые из них капитальные, хорошие, утепленные, в них можно жить, а есть просто бутафорские здания для декораций. Ну надо же, ну как нас обманули. Создатели фильма, кажется, сделали все для сохранения этой иллюзии. Где-то закрашивали саморезы, где-то убирали, прятали металлические скобы, которые, конечно, не соответствуют 30-м годам прошлого века. Ну или вот как здесь, посмотрите, как все сделано тщательно. Скобы, петли, все очень старое. Но зрители нашли неточности и ошибки везде. И в этих вещах, которые здесь находятся, и во всем этом клубе, и во всем этом городе, и вообще во всем этом фильме. Такое ощущение, что зрители и создатели фильма существовали в двух параллельных реальностях. Зрители в пространстве реальности, создатели в пространстве кино. Если река Кама прекрасно справилась с ролью Ангары, а леса республики также неплохо предстали перед нами в образе сибирской тайги, то надо признать, что общество с ролью критиков не справилось вовсе. Общество, не научившееся не видеть мелкого в зеркальном отражении, разделилось не на 2 даже лагеря, а на 7 таких семруков. Все эти десятилетия мы все как будто жили на разных улицах или даже на разных планетах. Кто-то смотрел фильм о любви, кто-то о ненависти, а кто-то был занят куда более приятным и привычным делом, месил ту грязь, что на нынешней Кремлевской. Вот была она тут или не была? Ведь не было же. Наверное, надо было оставить асфальт, разметку, светофоры, ничего не трогать. Но просто поразительно, как мы по-разному смотрим одно и то же. Насколько избирательно. К сожалению, все переходит за грань вообще каких-то возможных человеческих разговоров. Начинается топтание просто. Топтать своих. Я, наоборот, за то, чтобы порадоваться, что в наших местах про нас написано, про нашу область, про наш край, что наши люди работали на проекте, если говорить о кино, что наши люди, наши актеры снимались, наши бутафоры работали, у всех была работа. В сериале действительно целая россыпь актеров из Казани, пусть не на главных ролях, но и это навсегда. Народный артист Татарстана Ильдар Хайруллин сыграл в фильме роль муллы, трагическую роль. Нельзя бараном мечите, это кощунство. Чего-чего? Нельзя. И ему, наверное, тоже досталось по выходу фильма, хотя от него мы такого не слышали. Ему сегодня больно за всех. Роман и фильм совершенно неожиданно в нашем современном обществе породили те же самые чувства, негативные чувства и эмоции, против которых написан этот роман. Читая вот эти высказывания, я вдруг почувствовал холодок 1937 года. Сколько ненависти, сколько злобы. Запретите это дело. Что запретить? Художественное произведение? Вести цензуру? Но ведь совсем недавно эти же критики жаловались на эту цензуру. Они обижались, что их произведения не издаются, запрещаются, подвергаются остракизму. Сразу их приписывают к врагам народа. Их вычеркивают из друзей. Но нельзя же быть настолько зашоренным. А вот это, кстати, реальная история про друзей и врагов. В роли Юзуфа, сына Зулейхи, в фильме снялся теперь уже 11-летний Исмагил Низамиев из хорошо известной в Казани семьи Низамиевых, актеров татарского тюза. Его родители по сию пору не могут понять, чем они, и тем более ребенок, заслужили вот такие эпитеты, которыми их продолжают награждать в социальных сетях. Мы спрашивали мнение о фильме, об этом материале. Мнения разные, может быть, это нормально. Но мнение и оскорбление – это разные вещи. Он очень переживал, очень переживал. Вот. Он... Неужели они им так плохо? Неужели, подожди, давай мы посмотрим, мы увидим, потом только сделаем выводы. Вот. За что называть эту семью, этого мальчика врагом народа? За что вы это делаете? Люди, подумайте, пожалуйста.
что ребенок сыграл роль и попробовал себя в искусстве, в киноискусстве. Надо гнобить, бросать палки, камни и говорить, что это враг народа, это, по-моему, ужасно. Это ужасно все, что вы делаете. Пожалуйста, остановитесь. Люди прекрасные, татарская семья, говорят по-татарски, воспитывают 3 детей совершенно в духе уважения к своей нации, внутри всего этого. Как такое можно говорить? Но это совершенно, конечно, недопустимо, я думаю. Говорят об оскорблении нации, народа, да, татарского. Я здесь категорически, конечно, не согласна. Во-первых, народ оскорбить нельзя. Оскорбляется тот, кто хочет оскорбиться, у кого какие-то триггеры внутри сидят. То, что было до сей поры последние 5 лет уделом литературных критиков, вдруг стало специальностью большинства. Ну вот, полюбуйтесь на уровень критики. Возможно, правы те, кто замечает, что люди в стране поделились все же на 2 лагеря. Одни читают книги, другие смотрят телек. Не всякого читателя потянет вот на такую конспирологию. Читатель прочитает историю любви в декорациях эпохи и скажет спасибо автору за путешествие в прошлое, где-то, может быть, и не согласившись с ним. Но средний зритель, которому форум интереснее любой книжки, отчего-то повсюду видит документ. Агитку, плакат, пасквиль, он уже бежит перевязывать раненых, несуществующей даже войны. А меж тем Казань вскоре откроет глаза и увидит новых туристов. У нас будут новые туристические киношные тропы. Будут они и вот здесь, возле Лаишева, на берегу Таежной Камы. В Семруке сегодня ждут меценатов. Дома эти не вечные, без людей, и мы должны сохранить их для тех, кто сможет посмотреть и на нас, и на всю эту нашу историю на некотором от нас расстоянии. Во времени, в первую очередь, в будущем. Сделайте добро. Не ругайте темноту. Зажгите одну маленькую свечку. Вы зажгете, я зажгу свечку, и всем нам станет тепло и светло. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.